Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Институт языков и культуры народов Северо-Востока СВФУ одно из самых известных подразделений Федерального университета. Институт гордится выпускниками, которые работают в различных областях экономики региона. Вот сегодняшним гостем поговорим подробнее об институте. Гостья студии Наталья Сивцева, заведующий кафедрой методики преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры Института языков и культуры народов Северо-Востока России СВФУ. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите об истории создания института, по каким направлениям вы готовите специалистов, ну и в каких сферах экономики востребованы выпускники. Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации был основан в 2010 году на базе факультета якутской филологии и культуры. В нашем институте очень много направлений подготовки. По бакалавриату у нас 13 программ. Если поверхностно так называть, 3 программы по филологии у нас есть, филология отечественная, то есть там якутский язык, литература и языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Венский, венкийский, чукотский, долганский, юкагирский. И есть филология прикладная, то есть это сравнительно-сопоставительное изучение русского, якутского языков. Там в основном готовятся переводчики русско-якутские. 5 программ по педагогическому образованию у нас есть. Двухпрофильное педагогическое образование, родной язык, якутский, литература и английский язык, родной язык, литература и организация воспитательной деятельности, родной язык, литература коренных малочисленных народов Севера и начальное образование, родной язык, литература и доп. Образование дополнительное. И нынче учитель музыки и педагог доп. Образования у нас открылось. Дальше у нас 2 программы по культуре. Первая из которых это фундаментальная такая проектная направленность, культурология, культура массовых коммуникаций называется. Второе направление более прикладного характера, организация народным художественным театром, то есть культура ОРНХТ называется. Кроме того, у нас есть направление по подготовке молодежных лидеров. Программа называется «Организация работы с молодежью». И есть программы по сервису и туризму, международному региональному туризму. Также у нас есть специалитет. Одна программа «Литературное творчество». То есть там готовятся литературные работники, корреспонденты местных печатных изданий и радио-телевидения. То есть наши выпускники, они во всех сферах экономики задействованы, везде могут найти себя и везде трудоустраиваются. Программ очень много, Вот какие наиболее всего востребованы у абитуриентов, с чем это связано, и какие программы действительно нацелены на будущие запросы экономики региона? Если смотреть с точки зрения актуальности, перспективности и востребованности в последние годы, то можно назвать как раз-таки программы по туризму. То есть, туризм, международный региональный туризм, там ежегодно очень много заявлений подается. Далее идет сервис. Сервис в индустрии моды и красоты называется. Там тоже достаточно большое количество заявлений идет. Еще можно назвать как раз-таки организацию работы с молодежью. Там также большое количество желающих молодых людей, которые бы себя нашли в сфере воспитания взрослой молодежи. То есть это не школьники, а молодежь 18+, получается. И, конечно же, все программы, они очень актуальные, очень перспективные, особенно открытая в этом году программа «Организация воспитательной деятельности», родной язык, литература и организация воспитательной деятельности. Тоже надеемся, что будет очень актуальной и востребованной в будущем. Запуск новых программ, с чем он связан? И расскажите о них подробнее, о новых программах. Как раз-таки я упомянула об этой программе, эта программа «Родной язык, литература и организация воспитательной деятельности»,
она открыта целью взращивания, воспитания, подготовки профессионального специалиста в области воспитания. То есть это как бы компетентный специалист, который полностью отвечает требованиям профессионального стандарта, специалист в области воспитания, который был введен в 2022 году. То есть это государственная политика, это духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание подрастающей молодежи. Ну, как бы они могут найти себя в средних общеобразовательных школах в качестве воспитательных завучей, советников директоров по воспитанию, так и учебных подразделениях СПО, среднего профессионального образования. Ну вот вы назвали очень много программ, все они достаточно разнообразны. Вот как институт намерен вообще развиваться дальше? Конечно же, институт намерен развиваться дальше. У нас еще очень много планов. Ну, вообще не только институт, да, а университет в целом работает в рамках целей устойчивого развития. И это касается нашего института тоже. Да? Мы как бы пытаемся подстраиваться под быстро меняющееся время, и таким образом разрабатываются новые программы. Да? Ну, из последних таких свежих новостей, скажем так, да, в этом году у нас в институте открыта сетевая программа по туризму, совместно с дальневосточными вузами. Ребята будут обучаться как бы в таком дистанционном, гибридном формате, сетевая программа, так что могут обучаться и наши студенты, и студенты дальневосточных вузов по этой программе. Далее у нас в плане инновационных каких-то направлений, да, также у нас идет очень такое огромный интерес развития в этом плане. И например, кафедра культурологии совместно с Министерством инноваций разрабатывает новую программу «Цифровая культурология». То есть это в скором времени тоже как-то внедрится в образовательный процесс. А вообще, какие перспективы вообще открываются, да, для студентов вашего вуза? Да, перспектив, нам кажется, да, очень много. Начнем давайте с того, что во время студенчества наши студенты, они как бы имеют возможность посещать творческие студии. То есть это уже в культурном плане идет развитие. Да? И есть танцевальные ансамбли, и есть такие фольклорные ансамбли, да? Есть театральные студии. Кроме того, есть литературные кружки, да? Сергелявские огни называется. Кроме того, есть очень много факультативов, программ индивидуальной образовательной траектории. И еще одной такой возможностью можно назвать что с этого года, с нового учебного года, да, мы будем выдавать второй диплом по окончании. То есть, будучи студентами, наши ребята будут проходить курсы профессиональной переподготовки по тем или иным специализациям, да, и на выходе, получая свой основной диплом, они будут получать еще и диплом по дополнительным квалификациям, диплом переподготовки. Так что во время студенчества они очень сильно развиваются, они очень сильно... Кстати, я забыла про науку. Научная жизнь наших студентов, она очень богатая, очень такая, ареал очень большой. Наши студенты, они участвуют в международных конференциях, да, по языкам тюркских народов постоянно ежегодно занимают призовые места, первые, вторые, да. Кстати говоря, у нас есть языковые стажировки, наши студенты выезжают ежегодно, даже 2 раза в год, да, по семестрам, в Казахстан, в Китай. Это на сегодняшнее время. До этого, конечно, были открыты и другие страны. Так что возможностей очень много. А как долго длится обучение, да, по названным вами программам? То есть здесь бакалавриат и специалитет имеется в виду? Да. По специалитету, конечно же, это 5 лет. Бакалавриат, кроме педобразования, да, 4 года. А по педобразованию, так как у нас педагогическое образование двухпрофильное, то есть они на выходе получают как бы 2 специализации, да, 5 лет. То есть 5 лет, 5 лет, да? На какие моменты, да, связанные с поступлением в ваш институт, следует обратить внимание абитуриентам и их родителям?
Ну, во-первых, для поступления в наши направления, да, абитуриентам необходимо подготовить пакет документов, естественно, да. Среди этих пакетов, конечно же, не забываем про, как сказать, индивидуальные достижения, да, там грамоты, участие во всероссийских конференциях, олимпиадах, волонтерская деятельность, ГТО. Все они имеют какие-то баллы определенные и вот могут помочь при таком сильном конкурсе. Дальше надо учитывать тот момент, что вот есть понятие приоритетности. То есть выбирая направление в одном университете, то есть в нашем университете, да, в СВФУ, ребенок должен выбрать 5 направлений. То есть мы пишем заявление, и там как бы 5 строчек. И в этом плане надо быть очень внимательным, потому что там идет уже очередность при заполнении. То есть в первую очередь надо записать то направление, куда как бы, ну, ребенок хочет поступить. А потом уже далее идут те программы, по которым, ну, при непоступлении вот в первое направление человек уже как бы идет по очереди и может быть зачислен в то или иное направление. А вот куда могут обратиться, да, абитуриенты, которые хотят поступить в ваш институт? Куда нести документы? Это можно лично нести или можно дистанционно подать документы? Да, конечно же, в наше время как бы разные варианты есть подачи документов. Да? Это через госуслуги, у нас как бы давно это практикуется. Через госуслуги подают, но там очень надо быть внимательным, опять-таки, при заполнении, то, что я вот выше сказала. Да? Значит, могут личный кабинет абитуриента открыть на сайте СВФУ и там заполнить заявление, там выбрать направление, да, также очень внимательно. Ну и, конечно же, если прийти именно в кабинет приемной комиссии, это у нас главный учебный корпус, улица Кулаковского, 42, второй этаж и кабинет 233. Там проконсультируют, расскажут, покажут, образец там есть. Так что там вполне вероятно, что без ошибок и без каких-либо недоразумений можно заполнить заявление. Ну а также, конечно же, работает рабочий телефон 49 65 55. Может позвонить и узнать, проконсультироваться. Ну, в первую очередь у вас поступают, я так понимаю, на бюджетные места, или у вас есть какая-то коммерческая основа? Да, есть бюджетные, конечно, в основном это бюджетные места. У нас очень много бюджетных мест. 218 бюджетных мест в этом учебном году набираем. Конечно, кроме этого, есть коммерческие места. Ну, по направлениям там от 1 до 5. Ну, где-то так вот можем набрать. Есть еще целевые места. То есть уже у нас есть предприятия, которые готовы получить наших выпускников и уже заранее заключают договора с университетом, получается, да. И вот в такие целевые места тоже можно подать и вне конкурса как бы поступить. Ну что ж, Наталья Сергеевна, поступление сейчас в разгаре. Желаем вам набрать необходимое количество абитуриентов, ну и продолжить же, конечно же, обучение наших специалистов на благо нашей республики. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.